В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшила. И сегодня с вами я, Гугуца Вардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба посетили воинские части Министерства обороны Абхазии. Молодежный парламент, цели и задачи, туристический сезон 2022, прогнозы, спрос на бронирование, цены. Открытый турнир по дзюдо стартовал в Сухуме. Вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба посетили Министерство обороны Абхазии, где встретились с министром Владимиром Анова. Были заслушаны доклады по боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил республики. Также представители оборонного ведомства доложили о проведенных и запланированных мероприятиях боевой подготовки. Затем вице-президент и секретарь Совбеза в сопровождении руководителя Минобороны посетили артиллерийскую и авиационную группу 2-й мотострелковой батальон и отряд специального назначения Министерства обороны Абхазии. В пунктах постоянной дислокации они проверили обустройство воинских частей и подразделений, жизнь и быт военнослужащих, состояние боевой готовности вооруженных сил Восточного фронта. Я должен отметить, что ситуация значительно лучше, чем это было в прошлое наше, так сказать, посещение этих подразделений. Вооружение содержится в хорошем состоянии. То, что имеется у нас. Видно, что ответственно относятся военнослужащие к своим обязанностям. Командный состав хорошо подготовлен, квалифицированный. Это все очевидно, заметно. Сейчас в той сложной ситуации, которая происходит в мировом масштабе, особенно актуальна становится роль нашей армии, поэтому сейчас наиболее так усиленное внимание этому придается. В этом месяце уже будут учения происходить соответствующие. Мы должны быть готовы всегда к любой возможной агрессии. Тем более мы сейчас стоим на пороге переустройства мировой системы. Вы видите, как вовлечены в серьезные конфликты многие страны. И здесь наша обязанность быть всегда готовыми к тому, чтобы отстаивать свою независимость. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба награжден орденом дружбы за вклад в укрепление отношений и сотрудничества между народами Южной Осетии и Абхазии, высокий профессионализм и оказанную жителям республики квалифицированную медицинскую помощь. Награду Эдуарду Будба вручил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Делегация Республики Абхазия во главе с министром здравоохранения Эдуардом Будба находится в Схинвале, где принимает участие в международной хирургической научно-практической конференции. 18 марта в Сухуме был презентован проект молодежного парламента при Народном собрании Республики Абхазия «Менять, улучшать, быть полезным». Так звучит девиз авторов проекта. Тему продолжит Эсма Голанзе. Не так давно был презентован проект молодежного парламента при Народном собрании. По заявлению авторов, проект является независимым, не принадлежит политическим группам и не преследует личных целей и интересов. Это своего рода воля неравнодушной молодежи Абхазии. Проект готовили мы сами полностью независимо. Это Бисван Аржба, Милена Хватванди. Это ребята, которые откликнулись на мой зов помощи. Они давно, я с ними знаком был, знал их как юристов, как достойных молодых ребят. И после того, как мне пришла подобная идея, я ее разработал, сам написал, но так как я не юрист, мне нужна была юридическая помощь. Я не стал рисковать обращаться к каким-то политическим силам, потому что это сразу бы привело к поражению и провалу подобной идеи, а именно особенности ее независимости. Поэтому я обратился к молодым. Вместе мы работали, да, мы единственный человек, у кого именно мы консультировались на такой постоянной основе, это Дауд Худаба.
он не замечен ни в какой политической деятельности, именно не принадлежит ни к одному из лагерей. Согласно положению проекта, молодежный парламент – это общественная консультативно-совещательная организация при Народном собрании. Участие в формировании и реализации государственной молодежной политики, популяризация абхазского языка, формирование политкультуры и правового воспитания, выявление социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров и обеспечение их дальнейшего роста. Таковы основные задачи будущей структуры. Авторы планируют запустить проект в следующем году уже 7-м созывом Народного собрания. Многие задаются вопросом, почему же на презентации было более большинство оппозиционных представителей. К сожалению, у многих провластных, у многих из нашей власти политиков не нашлось времени, может быть, а кто-то был в каких-то отъездах и так далее. Но мы верим в то, что сейчас эти люди, которые не присутствовали на презентации, они подключатся к нашей работе, они дадут нужную поддержку. Только так мы сможем сохранить независимость. По замыслу авторов, молодежный парламент будет состоять из 25 депутатов, по 2 кандидата от каждого района, 3 представителя от Сухума и образовательных учреждений и 5 от общественных организаций и политических партий. Стоит отметить, что при формировании парламента молодежь исключает прямые выборы. Согласно проекту, будет сформирована избирательная комиссия из 5 представителей, по 2 от законодательной и исполнительной ветвей власти и 1 от общественной палаты. Мы полностью разработали, мы не оставили ни одного пункта, в который нужно вкладываться. Эту идею просто нужно обдумать просто и принять. Все, не больше. И все равно мы не видим какой-то поддержки. Нам приходится ходить самим, обращаться, разговаривать. Сейчас мы ждем нового созыва парламента, с которым мы будем работать, потому что это по их части проект. Мы после первой сессии будем встречаться с депутатами парламента, из уже депутатов парламента 7-го созыва, связывались с нами, говорили о своей поддержке, высказывали свое мнение. Подобные структуры существуют во многих странах мира, к примеру, Европейский молодежный парламент и молодежный парламент Великобритании. В России такой парламент при Госдуме появился в 2001 году. Сеть аналогичных структур есть и в других российских регионах. Мы будем работать, мы хотим, чтобы это стало народным проектом, мы хотим, чтобы общество наше, мы создали сайт, у нас есть телеграм-канал, в котором мы принимаем любые предложения, мы готовы встретиться с любым человеком, обсудить этот проект, рассказать, что и как мы придумали, как будет работать, какие цели, какие функции, какие права и так далее. Мы не создали молодежный парламент, мы не имеем таких полномочий, и это с нашей стороны было бы неправильно. Мы разработали идею, проект, который предложили нашему обществу. Наше общество может принять этот проект, и впоследствии это будет уже государственный орган, который будет самостоятельно избирать. Мы лично в дальнейшем уже никакого отношения к нему не будем иметь. Мы только люди, которые инициировали эту идею, не больше. По мнению авторов проекта, молодежный парламент поможет решить проблему нехватки квалифицированных специалистов, так как позволит подготовить кадровый резерв. Кроме того, эти специалисты смогут занимать определенные посты в министерствах и ведомствах республики. Эсма Голанзе, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. Буквально через месяц в Абхазии начнется туристический сезон. Какие прогнозы в этом году? Насколько высок спрос на бронирование и изменятся ли цены на туры? Обо всем подробно в нашем следующем репортаже. Теплое море, жаркое солнце, сочные фрукты и, конечно же, места неземной красоты. За всем этим в Абхазию ежегодно приезжают тысячи туристов из разных уголков России. И не только. Буквально через месяц в Абхазии начнется туристический сезон. И по словам специалистов, в этом году, как и в предыдущем, он обещает быть успешным. В наших курортных городах и в районах Республики Абхазия туристы будут прибывать. Также сегодня наши коллеги, друзья озвучивают такие же прогнозы на территории Краснодарского края. Это город Сочи, откуда прибывают нам с однодневным визитом экскурсанты. Астамур Ахба отметил, что в связи с политической ситуацией в мире турагенты многих стран были вынуждены приостановить свою деятельность. И поэтому можно предположить, что Абхазию в этом году посетит большое количество туристов. Учитывая то, что турагенты не могут продавать основные направления, которые были популярны также для граждан Российской Федерации, Абхазия окажется более востребованной. В этом
этом году цены на туры в Абхазию в силу ряда объективных причин могут вырасти, говорит Астамур Ахба. 20-30 уже процентов, можно сказать, и больше уже некоторые ательеры повысили. И не только ательеры, другие представители в сфере услуг, в сфере гостеприимства. А так 20-30 ожидается где-то в мае месяце. Это те прогнозы, которые озвучивают. По словам Астамура Ахба, формирование цен на туры зависит не только от ситуации на международном рынке. Некоторые туроператоры в конце сезона перезаключают договора с ательерами и поставщиками туристических услуг. С октября по март продолжается раннее бронирование. Сейчас этот процесс идет к завершению. После майских праздников уже начинается продажа, обычная продажа, без ранних бронирований, если мы говорим. То здесь, конечно, надо понимать, что несмотря на то, что некоторые ательеры вынуждены были повышать цены, согласно себестоимости номера. Но сейчас, исходя из тех реалий, которые возникли, они вынуждены еще раз пересмотреть, потому что динамика, рост цен на те или иные услуги растут, и они также вынуждены будут добавлять. Но ательерам, конечно, в основном проще воздержаться, но повышение цен в сфере услуг, особенно в сфере гостеприимства, это рестораторы наши, продовольственные магазины всякие, да, вот они вынуждены будут, конечно, повышать, исходя из того, что цены растут. Если брать сезон, летний курортный сезон 2021 года, то в процессе летнего курортного сезона также на продукты питания по каким-то позициям цены добавляли. Там, может, для кого-то незначительно 3-4 рубля, но на самом деле на объемах это все отражается. Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости. За последние 30 лет в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек. И есть все основания полагать, что в этом году сезон будет не менее успешным. Гугут Савардания, Арина Агухава, Абхазское телевидение. И в продолжение темы, как было отмечено, в прошлом году Абхазию посетило около 1,5 миллиона человек. В социальных сетях много положительных отзывов об Абхазии. Авторы некоторых из них – популярные блогеры. Экзотическая страна с субтропическим климатом необыкновенной красоты. Все утопает в зелени, а количество красивых мест и запоминающихся экскурсионных маршрутов не счесть. Так об Абхазии отзываются многие российские туристы, сравнивая ее с другими не менее прекрасными курортными странами. Ребятки, сразу могу сказать, Абхазия, конкретно в нашем случае сейчас это Гагра, прям реально потрясающее своей красотой место. Здесь природа вполне сравнима с природой Шри-Ланки, Филиппин. Прям реально по ощущениям конкретнейшая экзотика с тропическим таким климатом. Горы, море. Все остальное это второстепенно. Этот турист тоже отдохнул в Гагре и остался под впечатлением. Ему красоты нашего края напоминают Таиланд. Красота, красиво, видно горы. И что? Мне это, знаете уже, что напоминает? Мне это напоминает Краби. Смотрите, какие скалы. Как будто карстовые породы вот так вот тоже срезаны. Интересно, интересно. Уже ассоциация с Таиландом. По словам многих туристов, они едут в Абхазию искупаться в чистом море и отдохнуть от суеты. Конечно, чистому морю рад каждый, но после прогулок по горным маршрутам отдыхающие под особым впечатлением. Эти кадры сделаны на Малой Рице. Адриатическое или Средиземное море, виды Средиземного моря. Очень красивая вода, просто. Я такое еще не видел, но это большая редкость увидеть подобную водичку. Шикарные виды, я рад, что мы здесь оказались. Тут очень красиво, я сейчас расплачусь от радости. Ты просто вот сидишь, смотришь, тут настолько... Я не знаю, что сказать. Здесь просто надо сюда прийти и смотреть, знаешь, вот сесть и смотреть. А этот турист в восторге от экскурсии в Восточную Абхазию. В своем блоге он отмечает, что по таким прекрасным местам можно бродить бесконечно, смотреть на холмистые вершины гор, величественные водопады и наслаждаться тишиной. Все очень красиво. И только начинает цвести, это еще не сезон. Я даже не могу представить, насколько здесь красиво, когда все уже расцвело максимально.
Кто-то после экскурсии задумывается о том, чтобы здесь немного пожить. Мне безумно понравилась Абхазия, я сюда обязательно еще раз приеду. По возможности, может, даже тут поживу. Потому что действительно вот такое место, какое-то оно очень душевное и легкое, и спокойное. Кто-то под впечатлением от вкуса горной чистейшей воды. Представляете, здесь можно набрать водички. Мне кажется, эта вода, ну такая вот настоящая, самая вкусная, которую можно просто в горах вот так вот набрать себе в бутылочку. Эти туристы делятся впечатлениями о нашей стране за уютным столом. Вернуться сюда вновь – главное желание этой группы. Единственное сожаление, что смогли приехать лишь на несколько дней. А ведь здесь так красиво и еще столько прекрасных мест, которые не успели посмотреть. Я хочу еще раз испытать эти ощущения, чувства, все, что было вот внутри. Это я вам говорю от всей души. Давайте выпьем, в путешествие в обратно. По словам некоторых туристов и блогеров, в стране души каждый может найти занятие по душе. Прокатиться по горному озеру, порыбачить с друзьями или путешествовать по историческим местам. Обычно в Абхазию сбегают от надоевших будней, чтобы поваляться на пляже и остаться наедине с природой. Но эта страна соткана не только из соленых брызг, гор и солнца. Тут есть немало исторических памятников. И замок принца, и прекрасная кухня, и таинственные легенды. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуми стартовал открытый городской турнир по дзюдо, посвященный воинам-защитникам Отечества. В соревнованиях принимают участие спортсмены из всех районов Абхазии, а также гости из Ростова-на-Дону, Самары и Сочи. О том, как прошел первый день турнира, в репортаже Адисы Сагария. Сопернический дух, дружелюбная атмосфера и активная подготовка к предстоящему бою во Дворце спорта имени Сергея Багапш собрались спортсмены из всех уголков Абхазии и некоторых регионов России – Сочи, Самары и Ростова. Турнир, посвященный воинам-защитникам Отечества, проходит при поддержке Управления по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. В этом турнире соревнования проводятся по 4 возрастным группам – до 11, 13, 15 и 18 лет. Если в младшем возрасте правила более щадящие, то по старшему возрасту кадетам уже разрешается применять любую технику дзюдо. Соревнования и определение победителей проводятся по действующим международным правилам дзюдо, раздельно среди юношей и девушек. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества участников. Самому младшему участнику турнира Егору Дмитриеву из Самары 9 лет. Тренировки проходят так. Сначала идет разминка, потом отработка, потом борьба. В конце УФП. И так практически каждый день. Перед турниром по просьбе Федерации дзюдо Абхазии судьей международной категории, обладателем 5-го дана Мягзумом Алимовым был проведен ежегодный судейский семинар, после чего судьи смогут сдать экзамен на квалификацию. 2 раза в год мы проводим учебно-методический, тренерский и судейский семинар. Мы приглашаем специалистов с Российской Федерации, мастеров международного класса. И мы подготавливаем наших тренеров, судей, поднимаем их технический уровень, знания, чтобы они могли грамотно судить соревнования как у нас здесь, так и за рубежом. Заряженность детей на борьбу очень радует, и есть надежда на то, что подобные мероприятия будут проводиться чаще, говорит судья международной категории Мягзум Алимов. Такой турнир даст возможность привлечь больше детей к занятию этим видом спорта, прекрасному виду спорта, который способствует всестороннему развитию ребенка, включая его воспитание. Федерация дзюдо Абхазии планирует провести международный турнир в июле уже в более расширенном формате. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов от Санкт-Петербурга до Сахалина. Адиса Сагария, Арина Гухава, Абхазское телевидение.
На этом наш выпуск завершен, а я с вами прощаюсь. Следующий субботний выпуск новостей проведут мои коллеги. Побольше вам положительных эмоций и хороших новостей. Всего доброго!